озвучит варианты, которые предлагает администрация городского поселения. 28 ноября этого года состоялось совещание в районной администрации по поводу того, что необходимо организовать площадку перегрузки твердых коммунальных отходов на территории городского поселения. А почему на территории городского поселения? Ну, в границах, имеется в виду. Потому что историческая сложившаяся свалка на 9 километре, она, в общем, земли принадлежат лесничеству. Вот, лесничество, так как не соблюдаются санитарные нормы, значит, выставило предписание Ухтажилфонду, да, региональному оператору, что с 1 сентября, значит, прекратить отгрузку твердых коммунальных отходов, ну, на землю, на этот земельный участок. Значит, но они вроде как предложили с 1 сентября, но до конца, значит, осени они, в общем-то, закрывали глаза на то, что, чтобы туда не был доступ. Вот. 28 ноября было совещание по поводу того, что с 1 декабря якобы этот лесничество закрывает, полностью перегораживает дорогу, значит, и вплоть до того, что перекапывает. Значит, мы этим вопросом стали заниматься, администрация городского поселения стала этим вопросом заниматься практически сразу, как только было предписание от лесничества. Вот. И изучив законодательство, значит, увидели нормативы, какие должны быть по подобной площадке, и каким образом эта площадка должна работать. Ну, во-первых, для того, чтобы эта площадка была узаконена, она должна быть внесена в территориальную схему Республики Коми по обращению с твердым коммунальным отходом. Это первое. А второе, для того, чтобы она была внесена в такую территориальную схему, должно быть заключение, ну, соответствующих органов, которые, ну, выдают такие заключения, там, санитарные нормы, там, экологические, там, ну, все, что связано с охраной природы и всем остальным. Вот. По итогам совещания администрация городского поселения, значит, написала информационное письмо в районную администрацию, где предложила земельный участок, который отвечает всем, критериям к этому участку, но не внесенным пока в территориальную схему. Вот. При этом, значит, администрация городского поселения рассматривает только такие варианты эксплуатации этого участка, при котором отгрузка твердых коммунальных отходов, она не осуществляется на землю, то есть не выгружается на землю совсем. Вариант номер один, то есть при этом работа по эксплуатации земельного участка, мы видим, должна быть вот какая. То есть на сегодняшний день региональный оператор, собирая платежи с потребителей, услуги, с населения, из юридических лиц, она в принципе не несет ответственности по соблюдению всех норм, которые необходимы для того, чтобы... Администрация несет. Нет. А кто еще? На сегодняшний день, ведь на самом деле люди, потребители, они платят напрямую региональному оператору, на его расчетные счета. То есть у вас заключены договора с региональным оператором. Региональным оператором по Республике Коми является Ухтажилфонд. Он ответственность не несет, и ответственность он никто. Получается, что несет ответственность, должен нести ответственность только региональный оператор, потому что он назначен ответственным лицом, которое занимается мусором. Все, другого ответственного лица по Республике Коми нет. Вот. При этом они выходят с предложением о том, что, значит, им вроде как в территориальную схему внесен земельный участок какой-то, но этот земельный участок находится на территории леса, и его нужно еще готовить. То есть поэтому его эксплуатировать никакой возможности нет. Вот они эксплуатируют все то, что можно эксплуатировать. Что нельзя эксплуатировать? Получается, да, что нельзя эксплуатировать практически ничего. Вот. Мы видим, что администрация поселения, она видит, что схема работы, взаимодействия между региональным оператором, собственником земли и организацией, которая
ну скажем так, будет контролировать эксплуатацию земельного участка, на который эксплуатирует региональный оператор, должна быть каким-то договорными обязательствами сторон, ну, закреплена между собой. Поэтому на сегодняшний день мы подготовили трехсторонний договор между собственником муниципальным, между региональным оператором и между организацией подрядчиком, которая будет осуществлять, во-первых, контроль за вывозом региональным оператором того мусора, который они собирают на территории поселка. А второе, то, что эта организация должна осуществлять какое-то содержание, чтобы все это было в рамках санитарных норм и ГОСТов. Значит, региональному оператору предложен на сегодняшний день два варианта эксплуатации такого земельного участка. Так. Ну, во-первых, значит, предлагается, значит, вообще на самом деле, ведь как должен работать, есть земельный участок или нет земельного участка, это вопрос организации. Значит, региональный оператор, собирая мусор с территории поселения, он может, не выгружая, не перегружая его нигде, то есть везти напрямую ее на полигон в Ухту. То есть то, что он предлагает, что должна быть какая-то площадка перегрузки, то есть это вопрос того, что он видит организацию сбора именно таким образом. То есть, но организация сбора может быть не только, может быть и без площадки. А кто за эту площадку отвечает? Кто ее должен создать? Ну, вообще, на самом деле, получается, что площадка должна быть внесена в территориальную схему. Кто создать должен, в законе не прописано. Региональный оператор говорит о том, что мы, допустим, у нас есть там 131 федеральный закон, и мы должны обеспечить, значит, санитарные нормы в поселении, а они вроде как являются организацией, которая осуществляет, как сказать, обеспечивают вот эти санитарные нормы. То есть они вроде как вывозят, вы им платите за то, что они вывозят, а мы вроде как должны еще и дополнительно какие-то затраты нести для того, чтобы содержать вот эту землю. Все на самом деле очень запутано. Вот мы пытаемся эту ситуацию распутать. А кто-то запутал-то, интересно? Так это, если он вывозит, это он должен, значит, сам себе создать, если он не успевает. Получается Да. так. Это его проблема. Да. Это он Да. должен создать эту Он площадку должен сделать. сделать Себе временного условия. хранения, Да. Нет, там по закону должен район делать. Что район? Район или Если поселок, или где-то находится. Есть подрядчик. Дело в том, что немножко так, дело в том, что это не появилась такая вот система не вчера, не вдруг, не год даже тому назад. Она прорабатывалась несколько лет, насколько мне известно. И были определены по нашему району места всевозможных складирования. Они определены, должны были быть, но они не были определены. И как естественно, в сентябре месяце, когда заключать договор, как назвать, уже начинается закон, как всегда получилось, что ничего нет для этого создано. Быстренько, например, я где-то через полгода ознакомился только с этим документом. Мы напрямую запросили Ухтажилфонд, кто, на каком основании здесь вообще работает. И мы смогли добиться документ, подписанный Левчуком. Кстати, даже неполномоченным лицом. 21 числа, как раз подписан был перед тем, как мы сюда пришли, как в качестве депутата. Если мы пришли 22-го, 21-го подписал. То есть на нас это как снег на голову. Как будто бы он вывозил, но проверяя ту систему, оказалось, что месяцами ничего не вывозится. Она просто там складируется, трактором расталкивается, периодически сжигается. Естественно, мы этот подняли шум. Для того, чтобы в итоге оно последовало того, что оказалось, что да, это так называемый сложившийся, как сейчас историческая свалка, которую десятки лет пытались офиально ее узаконить, вкладывались деньги. Я знаю, что в 2007 году, например, я сам, будучи депутатом, принимал решение о выделении первых миллион с чем-то. Сколько до этого выделялось? Периодичностью выделялось, я не знаю, но в итоге мы пришли к тому, что официально так она не узаконена, эта свалка. Более, она невозможно было там узаконена быть, потому что она там вся испещрена ручьями, дерьёнка раза проходит, но ее свали, потому что ее надо было срочно
закрывать. Естественно, даже не то, что когда мы заострили внимание, оно уже как пошло как снежный ком. Естественно, в сентябре ее закрыли. Конечно, здесь много можно говорить, а что предыдущая администрация района делала. Потому что мы сейчас пришли к факту, к тому, что у нас выгружать негде. Вот эти вот обнаруженные позавчера такая вот свалка, которая это просто беспредел. Это когда люди, я не знаю, на самом последнем месте пытаются на этом деньги заработать. Первоначально стандарт организовал себе как думали, что это вот такая обычная такая вот халява, возим в так называемую на 9 километр, якобы возят туда деньги, хотя при этом региональный оператор нам должен нашему МУПу, который вы 2 раза даже, можно сказать, платите уже деньги. Во-первых, вы платите за этот мусор, 2-й раз из бюджета у нас выделяют деньги, чтобы муниципальный под руководством до этого Левчука и так далее, за ваши же деньги повторно вывозят этот мусор на свалку. Там у нас около 9 миллионов задолженностей, они нам не оплачивают. Мы эту систему хотим сломать. Сломать вот тем, что, во-первых, должна быть структура, которая возила бы напрямую. Здесь загружали, проехали, убрали, поехали. Все. Без каких. У нас есть такие возможности, есть, которые МУП стандарт только частично, 3-ю, там, вот, 4-й части своих силами помогает этому. Ну, уборки уже по мелочам. Все, у нас есть, мы предложили. Нам только сейчас получается так, что добрая воля администрации района, которая должна тоже подписать, у нас очень хорошие предложения им сделано, также региональный оператор. Но у нас есть еще структуры, которые хотят, чтобы просто это зарабатывать. Вы их сейчас видели, которые готовы куда угодно свалить. И говоря о том, что мы за это ничего не получаем, мы такие там, это ложь. Естественно, это ложь. Естественно, самая беспредельная ложь, потому что это не так. Вот даже посмотрели там Глинков, я ему говорю, вы с районной администрации пытаетесь свалить на Поселковый, хотя при этом вы должны были перед началом так называемой этой вывозки, это мусор, это значит в том году, уже определить все эти места, организовать. Районная администрация полностью от этого ушла в сторону. Она не подготовили ни к этому так называемому программе, они совершенно оказались не готовы. Свалить на МУП стандарт, который муниципально наш, это тоже неправильно, потому что ни сил, ни возможности у них просто нету. Это вот на том уровне, вот как раз, чтобы у нас с поселка немножко вывести и свалить вот сюда в угол. Вот, это все силы. Поэтому здесь мы пытаемся организовать более успешными предпринимателями, которые, и у нас такие есть, которые бы напрямую возили. Все, напрямую. Здесь самое важное, это поставить на контроль деятельность Ухтажелфонда, чтобы есть площадка, допустим, даже если там есть перегруз, который пришел мусор с района, ну, с поселений, если пришел мусор, допустим, крупногабаритный, чтобы его ежедневно вывозили в ноль. На сегодняшний день, значит, только вот если взять территориальную схему, то у нас порядка 36 тысяч кубов с района из поселения должны вывозиться на полигон в город Ухту. Это значит, что если 360, ну, это примерно 100 кубов в день, да? То есть 85% от этого мусора, значит, оно принадлежит, ну, оно собирается на территории городского поселения. Вот послушайте, вот, допустим, 85 кубов ежедневно должен вывозить региональный оператор на полигон в Ухту. Значит, на сегодняшний день, значит, региональный оператор предлагает вывозить через 3 дня, раз в неделю, допустим, или 2 раза в неделю. То есть, что это значит? Если, ну, пускай для ровности цифр, мы собираем 100 кубов, да, то есть за неделю у нас собирается 700. Для того, чтобы вывести 700 кубов, региональному оператору один магистральный мусоровоз, он может взять в себя, но не больше 100 кубов, если будет возить ежедневно. Что такое магистральный мусоровоз? Это мусоровоз, который 20-кубовик, значит, с коэффициентом сжатия, ну, прессования 6-7. То есть это должна быть очень серьезная машина. То есть если
Если предполагается, что магистральным, то есть, что мусоровозы магистральные будут заходить сюда 2 раза в неделю, да, то это получается, что из одной машины, то это получается, что значит, он сможет максимум вывести 200-300 кубов в неделю. При этом собираемость 700. Но это уже по арифметике просто выходит, что 50% мусора предполагается уже даже на этом этапе будет оставаться на территории городского поселения. Для того, чтобы эту ситуацию разрешить, то есть основная задача поставить регионального оператора на контроль. Если мы его не ставим на контроль, а делаем вот так, как сейчас делается, то это значит, что мы просто будем зарастать этим мусором постоянно, то есть с нарастающей этой прогрессией. От этой системы надо уйти. А какие рычаги могут быть? А рычаги как раз договорные отношения. То есть, если региональный оператор не выполняет своих договорных обязательств, то, естественно, нужно принимать уже, даже уже в рамках этого договора какие-то вот санкции. Что вы посмотрите, то есть на сегодняшний день просто получается так, что какой-то договор вроде как есть на вывоз, да, но контроля за тем, что как этот договор исполняется, нет никакого. Региональный оператор, это который у нас здесь находится? Это Ухтажелфонд. Ухтажелфонд. Нет, Региональный Нет, ну, тоже у оператор. нас тоже Представители. представители есть? Ну как представитель? Ничего как. Имеется в виду, кто представитель Ну, регионального? человек есть тут или нет? Который Есть, за этим- Савченко Так а при чем есть. здесь человек? Здесь должна быть он сотрудник регионального оператора. Ну, естественно, он будет на его стороне. Да, то есть, С кого-то здесь надо же- спрашивать. Так вы сейчас решаем нам головную боль нам ведь их. не спрашивать надо. Нам Так надо выходит. сделать так, чтобы процесс работал. От того, что если кто-то будет ответственным за это, ну даже если там какие-то большие санкции, от этого никому ни холодно, ни жарко. Здесь надо выстроить систему сразу так, чтобы она работала, что мусор ежедневно должен забираться в ноль. Как я первоначально говорил, даже вот, например, последний раз у нас машина заезжала, наверное, более недели тому назад. 3 машины было, и она частично убрала там мусорку, которая уже приготовлена там на 9 километре. Она там в основном осталась. И как вот уже сейчас говорил, что как минимум, да я даже не считаю, что 50%, больше процентов, у нас так и оставалось там на свалке. То есть вы платили за якобы вы выполнили работы, но они не исполнялись. Поэтому это тоже надо было пресечь в свое время, для того, чтобы именно заработал механизм на 100%. К этому мы подводим. Ну, естественно, у нас есть сопротивляющие. Вы их сейчас видели. Именно Получается, так. региональный оператор обманывает, а есть люди, которые помогают ему это делать. Значит, сюда надо вызывать представителя СУХТы, пусть он даст объяснение и скажет свои какие-то соображения, предложения. Я считаю, что мы должны составить какой-то договор. Конечно, он даст объяснение, он может как-то грамотно сказать, рассказать о том, что у них есть статистика, что столько-то, столько-то вывозится, да, но при этом по факту мы видим, что такое-то количество мусора остается. Но вот сейчас, вот, допустим, организовали новую площадку, но это же надо быть, на мой взгляд, очень неосторожным человеком, зная, что идет конфликтная ситуация, что вот эту площадку, ее нельзя захламлять, вот это сейчас новую. То есть, туда хотя бы хоть какие-то контейнеры поставить, для того, чтобы было видно, что действительно что-то стараются подготовить. То есть региональному оператору совершенно, на мой взгляд, без разницы, что здесь происходит. То есть нет организации. Это площадка, которая так называемая Оля Петухов. Это про эту площадку, которая вот Да, я об этом говорю, но хоть как-то можно было подготовить. Больше Если ничего не даже, видно. даже при такой конфликтной Ну как ситуации не администрация сделали говорит, ничего, там уже чтобы... контейнера стоят, да что я заходил с ним, все, там кажется, ничего нет. Там никто не был. Ну, Да вы представьте, какие там контейнера надо поставить. да, и вот Там именно 500 тысяч кубов надо контейнера поставить, какие-то ангары, да, чтобы, чтобы перегрузку делать. И то это, как говорится, 50% вывозится только. Все. Как бы вы ни хотели, 50% вывозится. Это Даже значит, так что вот. к концу зимы будет просто ужас, если вот это вот сохранить ситуацию. Так уже наступил ужас, какой там конец зимы, уже ужас. Еще и информация-то по Ухте, у них там вообще что творится непонятно. То есть, Непонятно, что да. в прессе идет. То есть именно до нас глубоко наплевать, что вот тут, что тут. Я думаю, что решение не примется, мы здесь просто заваливаемся, вот, потому что они не предоставят технику на вывоз
Вот просто так, как с ними договор подписывай, как не подписывай. Это я не знаю, надо каким макаром заставить, чтобы сюда пошли, ну, техника пошла. Это Я нереально, мне кажется. я считаю, что самый приемлемый вариант, это когда магистральный мусоровоз приехал, ну, предположим, или же он есть здесь на месте, загрузился и сразу без отгрузки повез туда. Надо 3 машины иметь такие, чтобы они работали чисто. Не надо 3, достаточно 1. 3 машины. Одна забирает с участков, одна с района, одна в резерве. Не, ну, послушайте, одна машина такая стоит порядка там 8-10 миллионов. Ну, какие деньги собирают, за год окупится все. Это как бы мы считаем очень просто. В итоге, вот, например, даже то, что подрядилось Техмуп Стандарт, у нас, я не знаю, было 8-9 миллионов нам не платили. Ну, как бы за то, что То делать. есть сама собираемость, Вот и всё. чтобы было понятно, в районе 13-14 миллионов с городского поселения. Да? При этом Ухта-Жилфонд, получая эти деньги, имеет задолженность перед МУП-стандартом в 9, просроченную задолженность. Что такое просроченная задолженность? Они по факту должны оплатить через 60 дней. То есть это значит, что они практически вообще ничего не платили. То есть стандарт исполняет бесплатно работу, местные предприниматели предоставляют свои земельные участки, чтобы их еще больше захламить. Региональный оператор, собирая с вас деньги, получая субсидию из республики, красиво живет. Спасибо. Ну это все Так, хорошо, может быть- я понимаю так. Мы решаем, тут что-то пишем или еще что-то. Подписи ставим. Да, подписи ставим. А решение, где наше Я же вам решение? говорю, На самое сегодня. важное поставить на контроль. Это вы поставите. Но Да. мы же живем сегодняшним днем, не вчерашним, не позавчерашним. Видите? Не решился этот один вопрос, там 1,5 года или 2 года, как сейчас объясняют. Он же давно стоит, этот вопрос. Аж сегодня вот заполнены все контейнера, куда повезут этот мусор. Вот это надо сейчас решить. По идее, машина должна вот стоять. Конечно. Вы знаете, вы правильно говорите. Но дело в том, что и мы понимаем, но ни вы, ни я, наверное, это не сможем решить, потому что она запущена, эта проблема. Хорошо. Вот и изначально Я мы понял. предполагаемся, как это все-таки решить. Потому что надо все-таки прийти к тому, чтобы решать эту проблему. До этого она не решалась. Вот мы сейчас и в любом случае надо будет какого-то с нуля-то начинать пойти. Все. И вот мы начали это Вот делать. поселковый совет, почему в своем районе сейчас нельзя выделить какую-то площадку, хотя бы здесь что-то с поселка вывозить. Смотрите. Хотя бы что-то, Я же вам а не тоже ждать говорю. с этого Сухты. Сколько вы сказали, Сухты эти приехали, вывезли мусорю? 3 машины за полгода? Ну нет, там Да, где-то они не недели при- полторы. Ну, Вот. 1,5, они и не приедут. И будет вот это, вот такая, как с Петуховым, Наш- ситуация смотрите, это нерешаемо. И сейчас подписи собираем, разговариваем. Это ничего не изменится. Да дело в том, что... Потому что надо, я так считаю, ну я свое мнение Да-да-да, рассказываю, говорите. что надо сейчас определиться, дать землю, где можем вот этот мусор хотя бы складировать. Иначе мы Площадку никуда не надо денемся. И контролировать. контролировать землю нельзя. это дело. Проделать для этого администрация. Дело в том, что, поверьте, даже если мы очень громко скажем, дайте нам это, я скажу, вы мне хором скажете, от этого и тоже ведь ничего не получится. Знаете почему? Потому что у нас обычно идет такая система бумага оборота. Я предлагаю, рассматривается, продлевается, выносятся определенные требования к этой площадке, и пошло. И согласовывается 10 лет. Вот и все. Дело в том, что да, мы сейчас пришли к такой проблеме, которая, ну, грубо говоря, вы с меня спрашиваете, давай. Ну, и я не смогу вам дать, потому что до меня эта проблема не решалась. До меня эта проблема не ставилась. Она старалась в наших статьях показаться все красиво. Вы же читали там газеты, как вот Нижневра, там другие села, люди радуются, подпрыгивают на месте, там говорят, как хорошо сейчас у нас стало с мусором, там прекрасно. Приезжали здесь, показывали шоу, показывали, так выгружали, все красиво. А в итоге ведь ничего этого нету. Вот мы сейчас пришли, и поверьте, даже если вы несколько расскажете, надо вот сейчас решать проблему, не пришли. Вот у нас мы предлагаем одну из тем, у вас есть какие-то более
резкие, быстрые, мгновенные решения. Ну давайте мы ваши исполним. Да мы что же не старики Хаттабыча, что такое? Конечно, вот видите, вы Но понимаете. самое интересное, что в СМИ просочилось. В трибуне, я не помню, за какое число пишется, по Троицко-Печорску вопрос решен. Местное телевидение показывает Это газета по «Заря». Троицко. Это газета «Заря» была, я сам читал. На Да, БНК все прекрасно. Нет? В трибуне было. БНК, ну, в трибуне маловероятно, они там стараются более-менее реально. Это про Белопольский участок. Да, по Белоборску. А там ребята встали и сказали, взяли, мол, я так по-простому, чуть ли не вилы, сказали, мы не дадим здесь. А в газете было расписано, все прекрасно, мы уже нашли. Да, район 15, последние, так сказать, дни Сидорин сделал нам такую вот, подкузмил немножко, сказал, что все прекрасно, и ушел. После этого поехали туда уже группа новых администраций района, ну и, естественно, оттуда выгнали. По большому счету. Сказали, нет, мы не будем дадим. Это ведь тоже правильно. А Мы если тоже не выделить хотим. просто земельный участок, но он захламится точно так же за месяц. Да. Так где-то будут приезжать, наверное, Вывозить вывозить. надо. Наверное. За полгода-то не одну-полторы Люди машины. меняются. А, Если наверное, вы больше надо заказывать. Или как там? Кто-то контролировать это дело должен. Если у них уже выработана система, что вот именно должно работать так, они там, мы собрали, они, не обращая внимания на факт собранного, вывозят, как они захотят, то это значит, вот вы посмотрите даже на землю Так, Петухова, когда вы- хорошо, мы можем здесь говорить очень долго сейчас. А вывод, к чему мы пришли? Поговорили, разошлись? Да Или нет, к чему? зачем? Мы Подписали бумаги, мы же объясняем. и все. Мы же сейчас это Решение, отправляем в оно инстанцию. никуда не делается, оно и осталось. Да То, мы что же, есть. даже мы же направляем в инстанцию, чтобы быстрее заключили Есть договор. организации, А на что, долго не сегодняшний день заключен? готовые купить магистральные мусоровозы. Договор Практически есть, пока сразу. действует МУП Это стандарт. тоже время надо. Это не Это муж сразу стандарт не должен получится, это ухватить. время надо, вы что говорите? Нет. Это время. А, А сухое. мусор это уже у меня сегодня. Время печеньки Куда его купить, вон, нести? не выпускаешь, штампуешь. Стандарт перейди. сухой работы. Куда его Денег нести? нет. Давайте перенесем его вот на площадь под администрацией, вот там делаем полигон. Самое удобное, хорошее Ну, место. это все Нет, эмоции. Печора рядом. Или сразу везти его, может быть, на переправу и там его складировать. Да, на Весной он идет с переправе. Печоры, там поймают и пошла. Вчера очень такой в интернете момент, Индия, которая там миллиард населения, показывает там фильм, как они подъезжают автомашины и спокойненько мусор в речку, и речка сносится. Мы, конечно, к этому уже не Индия, не придем. Но у нас А тоже, что не придем? Вот уже у нас сейчас А пока может, к тоже не этому лучше. пришли, почему не придем? Может, Да, пришли, да, но у нас сутенёк. камина там Почему не не собирались? Дело в том, Работы, там дело в где-то том, не что в любом случае вопрос это поднялся уже весной. В марте месяце первая статья была Вопрос этот в мае в месяце. 98 году поднялся этот вопрос. а не Да, весной. да. Он поднялся 21 год назад. Вы правы. И туда перечислялись большие деньги и так далее, я в курсе. Последний раз уже при Сидорине мы приняли решение, у меня есть документы даже, о перечислении такого 700 тысяч. И потом следующее решение было о том, чтобы прекратить эту официальное так называемое закрепление этой территории. Все. Я был против. Я это отлично помню, у меня есть документы по депутатам еще в районном совете. В данный момент мы уже свою позицию рассказали вам, показали вам. И вы заявление, значит, где-то кто подписывает. Вот мы идем к этому решению. Все. Земельный участок есть, механизм контроля за региональным оператором разработан, то есть организации готовы закупиться магистральными мусоровозами, в ближайшее окружение тоже есть. Если есть еще организации, которые могут единовременно закупиться, то есть В общем, смысл в этом. Все региональный оператор. Каждый из вас может также обратиться и подойти своими предложениями, и региональный оператор выберет самого наилучшего, наипрекраснейшего, заключить с ним, он будет вывозить. Вот пока вот то предложение, которое, я считаю, которое мы вырабатывали уже около, наверное, 3 месяцев, больше, оно самое подходящее, потому что у нас пока вряд ли кто-то придет более лучшим предложением. И по своей силе, и по своей так называемой своими там возможностями нет у нас такой. То, что у нас превратилось, вы сами видите. Это при том, что у нас огромные задолженности в МУП стандарте за предыдущий год работы. Это мы
так, как говорится, собираем те проблемы, которые нам дала предыдущая администрация 2021, если не ошибаюсь, сентября, которая подписала региональным оператором договор. Вот мы к чему пришли. Потому что даже, например, с ними какое надо время для того, чтобы с ними разорвать отношения, например, потому что они работают, если не ошибаюсь, до декабря это, да, по факту. До 31 декабря. До 31 декабря у них договор. То есть по заключенный Левчуком договор действует. Еще. Вот и все. Ну куда сегодня Ну, будут можно мусор оставить 2 вывозить? недели до 31. Куда сегодня мусор будет Да, вывозить? сегодня куда они будут вывозить? Не знаю. Вот Ну, вы а знаете, кто? Администрация. да, дело в том, что вот администрация поставлена перед фактом, да, вы согласен, но кто заключал договора, кто до этого все это, такую бомбу нам подложил? А? В договоре четко прописана точка, куда должны свозить мусор. Куда? Близ Троицко-Печорска. Написано Близ. Близ? Да. Троицко-Печорска. Что такое близ? Ну, в договоре Что написано. за... Близ. Ну вот так заключили договор. Почему, Ну, я, видите, это почему я вам говорю, что администрация. о том, чтобы... Как тогда вообще можно было не вывозить этот мусор, если так написано в договоре? Зачем Ну, это вообще вот это мусор близ вывозить? обозначено в территориальной схеме площадок, да, накопления, вот как 9-й километр. Это уже другой нормативный документ, а в договоре это близ написано. Нет, не 9 километр. Что за какие там Ну договора? там точка рядышком с 9-м километром. Ну, заключил, я же говорил, Координаты, заключил Левчук. Заключил Левчук. Вот и все. И мы к чему к этому пришли. Ну, сейчас до 31 числа он будет куда вывозить мусор? Да? Копим. Копим. Где? Возле дома, Возле дома. Понятно. На балконе. Сейчас надо что делать? Инициировать встречу с региональным оператором. Если он готов идти на условия, которые мы предлагаем, тогда нужно подписывать договор и работать. Или, я вижу, надо позвать сюда представителя Сухты, и пусть он объяснит. Именно Сухты, да. Именно Сухты, конечно, не То нашего есть с местного. человеком, Да. которым можно договариваться. Дело в том, что вот мы для этого с вами здесь и собрались и делаем так называемую петицию для этого, потому что одно мы вдвоем, втроем, четвером, администрация, другое уже население, которое тоже... Да никто не против того, что мусор где-то временно складировался. Но для этого надо подготовить полигон. Там должны стоять какие-то ограждения, там должны стоять какие-то емкости, куда будет стекать вся эта жижа. Да, вот. Там должно быть там твердое покрытие. окопы. Неужели у республики, у района нет денег, чтобы все это сделать? У нас сегодня такой богатый район, от нас сегодня уходит и нефть, и газ, и лес. И мы говорим о каком-то маленьком полигоне. О каких-то машинах, которые стоят 80 миллионов. Вы правильно говорите. Вот, например, В Москве денег намного больше, но они там полигоны не увеличивают. Они увеличивают свои загородные дачи в Москве. Ну, при чем Они здесь? а при чем здесь Москва-то? Мы же не в Москве живем. Но вы сейчас сказали, какой богатый регион. У нас богатый район сегодня. Конечно. Вот Троицко-Печорск очень богатый район, очень богатая республика. ну это правильно. Но дело в том, что ну давайте в политику сейчас войдем, и в том, что куда эти деньги деваются. Они не идут нам в республику. Конечно, Давно уже вон подумал, в газете они не был, идут нам в республику. все и всё. получили. Да. Башкирия Понятно, что получила, сделали все отдельную получили, статью, а Коми не город за получил. мусор. Сделали отдельную статью, они уходят в Ухтажил фонд эти деньги. Тогда кто должен заниматься этим полигоном, если деньги уходят туда? И дело в том, что мы, как я говорю, те, кто заключили договора, были явно не слишком умные. Заключили договор, по которому работаем. Поэтому мы разработали совсем другое. Вот в чем суть-то. Да, где-то неправильно, конечно, на ошибках не надо учиться, надо на чужих ошибках учиться, но мы это делаем. Делаем для того, чтобы изменить эту обстановку. Но все равно в районе нужен полигон. Не свалка нужна, как мы привыкли называть, и там какие-то исторические там места мусорозахоронения, исторические, что какое-то название придумали, историческое место захоронения. Да. Ну это как Потому бы что все-таки... это какие-то Да. глупости. Мамаев, Да, Дело в том, историческое что- место захоронения. Дело в том, что вы правы, дело кому-то бы нужно, да, и может быть даже Нам заводик. надо делать полигон, небольшой полигон, там места-то надо для него немного, там 50 на 50, больше не надо. И оттуда уже будет уходить этот мусор. Там дальше. Я вам расскажу небольшую историю. У нас сегодня, дайте я закончу, у нас сегодня еще участки с этим мусором сегодня зависли. А это Верховье Илыча, Верховье Печоры. Оттуда тоже надо мусор же вывозить.
Там нету мусора. Там нету мусора. Нет. Ну там У меня сегодня машина 3 дня стоит с Там мусором. частные дома. У меня Вы сегодня 3 знаете, дня стоит машина с 80-е мусором. годы никто не возил мусор. Куда мне этот Почти. мусор сегодня вываливать, скажите, пожалуйста? Пакетов не было, Я бутылок привез не его с было. Яши этот мусор. Стекляшки принимали. Пакетов не мусор. было. В советское время принимали все, и макулатуру принимали, и стекло принимали, и металл принимали. Дело в том, что я говорю, мы сейчас вот именно ваши требования не исполним, потому что не нами такие вот ситуация была доведена. Дело в том, что должен быть, наверное, так называемый, как вы говорите, полигон для свалки. И я же вам еще раз могу повторить, десятки лет этот пытались сделать. К чему пришли? Почему пришли? Естественно, можно это поднять, можно провести эти все возможные проверки, но на данный момент все равно у нас это ничего не получится, то, что мы все равно придем к тому, что ничего не создалось. Как-то здесь лет 5 тому назад я по простой проблеме разбирался. Дело в том, что 5 лет тому назад была такая программа «Чистая вода». На нее программа федеральная и так далее. На нее было истрачено где-то до 4 миллионов на проект. И все. На этом деньги закончились. Нет, почему? Время Проект. кончилось. Вода очистилась. К тому Дело в том, времени что очистилась. вы знаете, на чем там остановилось? Знаете, Ну, чем? понятно, как там часто Смотрите, на чем там остановился? Проект, который сделали там какой-то институт. Администрация остановилась на том, что кто должен выделять деньги для, чтобы этот проект, экспертизу провести. И прошло 3 года. А потом проект закончится, все, и ни денег нет. А вот также, как вы спрашиваете, как? Никак. Вот на данный момент никак. Потому что нам подвели к такому вопросу, что вопросу... Как это надо делать? Дело в том, что вот этот вот, я понимаю, что хочет сказать Руслан Петухов, он скажет, да валите куда угодно, можете даже ко мне. Это неправильно. Валить мы не будем. Валить-то будет тут. Оно Валить в мы не поселке будем. останется. Но. Как вы мне сказали, прямым текстом, Да. пусть поселок засирается. Нужно подумать, чему. Сейчас, Можно слово? постсовете, сейчас Насчет приедут. полигона и вообще насчет вот площадки. Могут быть несколько вариантов площадок. Полигон, вот приедут, принято да. такое в народе слово. Полигон, считаем, для нашей территории нельзя делать ни в каком формате. Полигон – это значит накопление мусора длительные годы. Временно накопление. Нет, сейчас можно проговорить все. Значит, полигон подразумевает, чтобы вот эту территорию под полигон выделить, должны быть проведены как минимум 2 федеральные экспертизы. Одна экспертиза – это экологическая, другая экспертиза там санитарно-эпидемиологическая. 10 лет уже занимались этим Сейчас. вопросом. Это полигон, то есть для нас это неприемлемо. Убирать. Вторая площадка, да, убирать. Площадка Даже если временного мы хранения, площадка как временного хранения мусора до 11 месяцев, Есть до такой, 11 да, месяцев. Такой вариант можно рассматривать. Но зарастем мусором, вот Сергей Николаевич объяснил. Фонд так и Если- рассматривает, что до 11 месяцев можно сваливать, а потом Есть просто такое положение, закрыть что до 11 глаза. месяцев разрешается хранить мусор. То есть строительный мусор. зарастем и в этом случае мусором. Третий вариант площадки – это площадка для перегруза мусора. То есть она тоже должна быть оборудована, твердое покрытие, должно быть сверху что-то как-то, мусор не должен быть так. Там должны быть установлены для вот буквально на день, на другой контейнеры какие-то, чтобы вот с поселка, вы сами вывозите мусор с поселка, вы знаете, да? Вот, но для этого должен быть график четко отработан. Направление Курья, Якша, Комсомольск едут к этой точке, да, к этой площадке. По графику во столько-то они должны прибыть сюда. Сухты мусоровоз должен к этому времени прибыть сюда, в эту точку. И перегруз идет в этот мусоровоз. Если вдруг какая-то нестыковка, тогда большие вот эти контейнеры, вы, приехав на своей машине полные, перегружаете в контейнер. Сухты, если он опаздывает, он тогда перегружает с этого контейнера. Если мусоровоз наш вот у МУП стандарта очистил территорию Троицко-Печорска, он полный, он приезжает на эту площадку, оттуда опять же Ухтинский огромный мусоровоз приходит, и там идет перегруз. То есть для нас приемлема только такая площадка. Если площадка для хранения до 11 месяцев, зарастем. Зарастем по полной программе. И территорию, которая вот под временное хранение, тоже будет найти очень сложно, безумно сложно. А вот для перегруза такую территорию, ну да, ее надо доустроить. Но как временно использовать, есть такая территория, но только при жестких условиях контроля регионального оператора. И никак по-другому. Чтобы она не превратилась в полигон. Вот как бы вот такие варианты. Завтра надо очищать. Надо. Да. Вот Поэтому вы- регионального оператора я мы вот даже считаем. так предлагаю, вот у нас Протоков,
Чтобы наше решение, то, что мы здесь говорим, нужно как-то Совершенно верно. написать. Ваше предложение, Наше предложение, что будем делать сегодня, завтра, это не предложение, послезавтра. это вопрос, предложение. Я вас Ну, правильно пускай услышала, когда вот предложение. здесь стояла, что нужно инициировать срочно встречу с региональным оператором, с представителем регионального оператора. Я вас правильно понимаю? То есть в этот протокол должно войти срочно инициировать такую встречу. На уровне районной администрации инициировать такую встречу в присутствии специалистов городской администрации, в присутствии специалиста общественной приемной и в присутствии граждан и в присутствии специалистов МУП-стандарта. Поскольку МУП-стандарт на данный момент занимается вывозом со всей территории района. Такую встречу инициировать срочно. Правильно понимаем? Ну, значит, сегодня письмо уйдет региональному оператору и в районную администрацию. Срочно. То есть на этой неделе. Куда вывозить мусор? Сегодня вопрос не решится. Только в Хорошо, присутствии так регионального что, оператора. Мы же говорим про мусор. Вопрос стоял уже год Мы же назад, не говорим за полгода какой-то назад. квартиры. Дело в том, что Ну, не сегодня стал вопрос, когда у Петухова зафиксировали. сегодня мы Он будем стоял уже связываться как с минимум год региональным назад. оператором, да, чтобы они сегодня выехали и под любым условием начинали собирать. Потому что они уже отсутствуют здесь больше недели. И это уже во все рамки. И поэтому, да, Руслан Петухов говорит, вот это не сегодня, не вчера, но пока вопрос никак не решался. Я еще раз говорю, Сегодня никак будем не решался. созваниваться срочно с региональным оператором. И вот прямо на завтра крайний срок, чтобы их мусоровозы были здесь. То есть, Чтобы Ольга с территории Леонидовна, Руслана вот Васильевича всё это было неделю назад, выполнено. когда у нас были переполнены контейнерные площадки, так острая проблема не стояла. Почему вы А вышли сегодня, на когда администрацию? Я увидели, только что у говорю. Петухова, Руслан Васильевич, и сегодня всегда этот вопрос, переговорите. сегодня людей Руслан, собрали, с когда у Анастасией Петухова. Руслан, вы сообщили об этом, что некуда. Вы нас предупредили о том, что вы собираетесь сюда Сергей с вами. Владимирович, мы Нет, с вами вы на врете. сессиях эту Вы проблему врете. озвучивали еще полгода назад. Что Не значит надо врете? полгода назад мы говорим Да. о сегодняшнем дне, к чему вы пришли. Надо Всё. делать, мне кажется, раздельный. Ну, это к вам вопрос. Мы же пресекли все наши действия, которые мы У делали. нас 30-40% Незаконные идет действия я всегда пластмассовой буду макулатуры, пресекать. которую можно просто даже реализовывать. И получается это даже Художественный живет. Хорошо. То есть мы сегодня срочно делаем звонки региональному оператору, настаиваем, чтобы крайний срок завтра были здесь мусоровозы с территории Руслана Васильевича, чтобы все было вывезено. И настаиваем, чтобы на этой неделе была встреча И здесь. сегодня в Бухте принимают пластмассу 16 рублей килограмм, принимают макулатуру 6 рублей. Готовьте все вопросы на эту встречу. У нас вывозим деньги с района, а потом говорим, где эти деньги? Готовьте эти вопросы Ну, все на Саша, не встречу с готова принять региональным. эту макулатуру, готова принять, готова стекло принять, готова все принять. Только чтобы был раздельный сбор мусора. Можно еще одно предложение, кроме того, что вот прозвучало, срочно вывести мусор, накопившийся на территории Руслана Васильевича. Второе предложение, срочно организовать встречу. С моей стороны еще предложение, срочно подготовить статью и осветить в республиканских СМИ. Сможете подготовить? В республиканских СМИ Я эту вам все ситуацию. расскажу, как Нам это нужно должно вывести только стоять пищевые дело. отходы. Ольга Леонидовна, не присваивайте себе эту заслугу, а Руслан срочно Васильевич, вывести, никто не присваивает. срочно вывести, это не вы решили, это мы решили еще до того, как Когда туда, приедут Так какая мусоровозы? чья-то До заслуга, того- главное, чтобы этого мусора здесь до не того, было. как туда размещать было, Ну и чья-то они хвала, и срочно вам должны спасибо, и вывести. вам спасибо, И лишь бы сего- этого мусора не было. И сегодня Чья они должны заслуга приехать без вашей помощи, они свою Руслан Васильевич, работу... вы людей слышите? Вы не делайте тут свои там слышу. эти самые на личности, вы не переходите на личности, Руслан. Нам без разницы, кто его вывезет. Ты вывезешь, тебе Ну, а тут спасибо. завтра нет. Другие вывезут, Да, да. это А то, что вы там жилфонд вывезет. Мы найдем, кому Вот поставить купил памятник. бы не переживайте. магистральный этот мусоровоз и возил. У нас камней нет. И Так, стоит деньги итого, были. три предложения должны войти в протокол. Первое – это срочный вывез этого мусора, который у Руслана Васильевича, не позднее завтрашнего дня. Срочно встреча на этой неделе с представителем регионального оператора и публикация, серьезная публикация по проблеме в СМИ, чтобы мы не выглядели на уровне республики, у нас все прекрасно и замечательно. Ну, а по общественной линии вы отразите реальную ситуацию. Спасибо, что вы можно сегодня с нами. уточнить, не с представителем регионального оператора, а с директором. С директором вы Да, да, говорите? да. Будь Хорошо. руководством, не с директором, будь руководством. Не, лучше с директором. Чиновник какой-то приедет, и что он нам ответит? Вот ничего не ответил. Лучше директор. Хорошо, хорошо. Я со своей стороны, хоть я представляю трибуну, но мне не надо обязывать. Нет, Как не обязаны, мы получится, просим. так и напишу. Мы просим. Но не надо вносить. Хорошо. Ну, мы тогда сами на уровне СМИ. Я тоже имею просто субъективное
подписи оставили Да. под протоколом. Можно еще вопрос? Протокол будет оформлен, все вот эти предложения туда войдут. Нужно будет уже в чистом варианте, чтобы вы подписи оставили. Через кого, как связаться, чтобы до вас еще раз вот, до всех доехать, прийти? Сложно будет сделать, это лучше сейчас все сделать, пока мы здесь. Или телефончики оставить, потом созвон, да? Сейчас все сделаем, пока мы здесь. Подождите Там буквально потом- вот 5 минут, попробуем на других хотя бы предложения Не, зафиксировать. ну подписи поставим. Подождите, Что пожалуйста. надо Виктор подпись? перегруза или временного складирования ТКО на территории городского поселения в связи с запрещением складирования мусора на исторически сложившейся свалке в скобочках 9 километр. Предлагаемые варианты решения: обязать вывести мусор, складированный на частной территории, расположенной на Ухтинской магистрали 0,5 километров от Троицко-Печорска, предположительно принадлежащий Петухову РВ. Срок до 11.12.19 включительно. Ответственный региональный оператор Ухта-Жилфонд. Организовать и провести встречу по решению обозначенной проблемы на уровне администрации муниципального района Троицко-Печорский с участием руководителя Ухта-Жилфонд. Срок не позднее 13.12.19. Это пятница это. Разместить информацию о создавшейся ситуации с вывозом ТКО в республиканских СМИ и в соцсетях интернета. Вот. А в Заре почему? А? В Заре. Ну, Это ближний Зарю мы язык. не можем обязать, если они Главный рупор посчитают. наш. Посчитают. Вы подготовьте в Зарю, их же не было сегодня. А мне можно подпитать? Вам нужно, а не можно, вам нужно. И первое поставить надо даже. Действия надо делать. Нужно, чтобы было. Понимаете, если не Обязательно начнется вот этого активности. Есть, Понимаете, потому что у нас с ними и так договорились, что они вывезут, что их обязывают. Картона сколько... Правильно говорите. Они с магазинов полными КАМАЗами вывозят картон, полными Поднимайте КАМАЗами. эти вопросы на встрече с региональным оператором. Вот, например, на Вайбоже, там тоже, не помните, свалка такая была огромная, на дорогу все сыпалось. Сейчас переработкой, частичной переработкой угаров, который занимается этой услугой, он занимается. Я пока не могу сказать, насколько качественно, но переработкой, сортировкой мусора он занимается. Поехать туда и посмотреть. Его можно пригласить для обмена туда опытом. поехать? Сегодня стекло мы везем. Стекло зачем мы вывозим? Зачем это Вы все правильно говорите, но надо двигаться в этом направлении, а не сваливать. Нас кому двигаться? Вот обозначайте вопросы во время встречи с региональным оператором. Обозначайте. Нет, Иванова, Не надо приходить, мы еще удобрения будем делать здесь с этих. Только за, потому что это опять... Мы можем с вами просто ручками махать сколько угодно, хоть до утра, но если вот бумага сейчас не пойдет, если встречи это не организовать, что будет? Мы вернемся опять к Руслану Васильевичу на территорию. Мы туда не вернемся. Вы можете вот это взять, Владимировичу на без даче. подписей. Так, все ли Я думаю, подписались? встреча пойдет. Все для решения подписались? проблемы. Кто тут был? Кто тут был? Ну что, спасибо вам за вашу Самый гражданскую влиятельный у нас позицию. Руслан больше всех и получил, потому что Я не он знала, сделал делать хорошо такие в целом, что вывез, а с другой стороны плохо, что В наказал. нашей стране ни одно хорошее дело не останется безнаказанным. Оно у тебя не совсем хорошее.